Бисмилля, вальхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулиллахи, саллаллаху алейхи ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Сумма амма бад. Сегодня, иншаллах, продолжим прошлую тему особенности мусульманского общества. Чем мы отличаемся? Аллах субхану ва тааля какими особенностями нам наделил нас. Остановились на 11-м. اختصاصها بأن الله جعل لها الأرض مسجدا وطهورا. В отличие от предыдущих обществ, наше общество, которому Аллах субхану ва тааля дал такую возможность. Когда время намаза наступает, мы можем в любом месте на этой земле читать намаз. Наши молитвы не ограничены только мечетями, где время настигло и где у нас под нашими ногами чисто, мы можем читать намаз, иншаллах. Ватахуран, еще и поверхность земли для нас с вами является очищающим. Каким образом? Ан Джабир ибн Абдиллахи радiyallahu анхума قال. В хадисе пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал следующее: «Утиту хамсан лам ю'тахунна ахадун qabli». Не было дано 5 особенностей, которые не было дано предыдущим. Нусирту бирру'аби масирата шахр. Первое, мне была дана победа бирру'аб, страхом, масирата шахр, которого Аллах вселял в сердца врагов, когда они еще находились в месяце пути. Еще месяц пути надо дойти до пророка, уже Аллах субхану ва тааля вселял в сердца врагов пророка страх перед ним. «Ваджу'илат лияль арду масджидан ва тахура», и сделана для меня земля местом поклонения ва тахуран, и очищающим. «Фа айюма раджулю мин уммати адракатху ссаля», кто бы не был из моего общества, кто читает намаз, если время намаза его настигло, фаль юсолли, пусть читает намаз. Останавливается, спускается со своей машины, транспорта ТС, делает омовение и в сторону киблы начинает молиться. Хадис. 12-я особенность ихтисасуха анна Аллаха джа'аля лаха таяммума инда адамил ма. Облегчение в нашей религии, если вдруг у нас нету воды для малого омовения или большого омовения, воды нету или есть какие-то препятствия, могут навредить, то в этом случае для нас с вами наша религия, в нем есть облегчение, как таяммум, то есть очищение прахом. Это противоречит логике. Как мы можем прахом об землю ударять своими руками и очищаться этим самым? Но Аллах субхану ва тааля, наш Творец, так захотел. Он такое облегчение дает. При отсутствии воды вы можете ударить об землю 2 раза. Первый раз лицо слегка протереть, и второй раз руку, 2 руки протереть, и вы можете читать намаз, которого многие, к сожалению, практикующие только сейчас начинают учиться, практиковать, жить этим. Боятся, что их намаз не будет принят. Это хорошо, что они боятся, что их намаз вдруг не будет принят. Но и надо в корне знать, что это облегчение от самого Творца, который нас обязал 5-кратной молитве. Он сам нам дал такую возможность. «Фа'иллам таджидуль ма», если вы не находите воды, «фатаяммаму саидан тойиба», сделайте таяммум, ударьте об землю, 2 раза протерли, и свободно, спокойно, со спокойной душой читайте намаз. В хадисе ан Аби Заррин радiyallahu анху марфуан фихи закарат тахур аль-муслим, в котором он упомянул об очищении мусульманина, говоря: «Инна саида тойиба», воистину чистая поверхность земли, вуду уль-муслим, является омовением для мусульманина. Главное, чтобы прах, земля, которую мы руками ударяем, должна быть чистой от наджаса, от скверны. Даже если он не находит воды 10 лет, говорит.
вода иссякла, родников нет. Что делать мусульмане? Они что, не будут читать намаз, что ли? Нет. Берут таяммум, пока не испортят свое омовение, будут каждый раз брать таяммум и со спокойной душой читать намаз. فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَمُسَّهُ بَشْرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ. Если потом он вдруг находит воду, тогда пускай коснется своей кожи этой водой, то есть сделает омовение. Но пока нету воды, бисмилля, делаем таяммум и спокойно читаем намаз. Фарз, обязательные намазы, дополнительные намазы. Следующая особенность ихтисасуха бианнаха та'ти яум аль-киямати ва хум гуррун мин ас-суджуди мухаджалуна мин аль-вуду. Это общество, которого будут отличаться в судный день. Гуррун мин ас-суджуд. На их лбах будут места, то есть кольца, сверкающие, ясные, от их земного поклона. Судный день мы будем отличаться, если, конечно, читали намаз, земные поклоны совершали, судный день на этих лбах будут светиться яркие кольца. Мухаджалуна также и на других частях тела, в которых мы делаем омовение, берем тахарат, будут кольца сверкать от вуду, от нашего омовения. Про это в хадисе от Абу Хурайра радиллаху анху «Каля Расулюллахи саллаллаху алейхи вассалям», пророк сказал: «Тариду аляя умматиль хауда». В судный день ко мне придут мое общество к речку, к реке. «Ва ан азуду нас анху кама язуду раджулю ибиля раджули мин ан ибилихи». Я буду держать людей подальше от этой речки, как человек отгоняет от своих верблюдов чужие верблюды. Я буду эту речку ждать, вас с этой речкой, людей буду держать подальше от этой речки, чтобы вы пришли и выпили с этой речки, говорит. Сахабы что сказали? «Калу, я наби Аллах, о посланник Аллаха, пророк Аллаха, а та'рифуна, ты нас там среди этих миллионов людей, тысячи людей узнаешь?» Каль, пророк отвечает, саллаллаху алейхи вассалям, «Наам, да, говорит». «Лакум сияман лайсат ли ахадин гайракум». У вас будут знаки, приметы, отличительная черта, которые не будет у других, говорит. У других обществ, которые наряду с нами, вместе с нами, в наше время, и которые были до нас. У них этого знака не будет. То есть сверкать от лба или места, которые мы делаем омовение. «Таридун аляя гурран мухаджалина мин асарил вуду». Вы будете приходить ко мне, гурран мухаджалина, со сверкающими кольцами на лбах, на коленях, на руках, на ногах. Мухаджалина – это будут следы от вуду вашего омовения. То есть нельзя лениться брать тахарат, малое омовение, который в судный день мы будем этими местами отличаться от других обществ. Следующая особенность ихтисасуха бианна Иса саллаллаху алейхи вассалям юсалли вара'a вали мин хадил умма. Иса алейхиссалям, как мы знаем с вами, в истории Аллах субхану ва тааля, Творец, поднял своего пророка, предпоследнего, в небеса. И перед судным днем он сойдет в Сирии, в мечети Белом, в Дамаске, а у него будет миссия убить антихриста, Даджаля. Вот когда он спустится, пророк, Улюль Азм, один из великих пророков-посланцев, он будет читать молитву, намаз, сзади будет ихтида делать за валию, за другим приближенным рабом Аллаха. То есть о чем это говорит? О том, что христиане, которые следовали за Иса, считали его пророком, или считали его сыном Бога, или считали его Богом, на тот момент они, кто истинно следовал за верой, за пророком, они последуют за ним, то есть примут ислам, иншааллах. Про это говорится следующее. Ан Джабир ибн Абдиллахи радиллаху анху каля сами'ту Расулаллахи саллаллаху алейхи вассалям якуль. Джабир радиллаху анху говорит, я слышал, как пророк говорил: «Ла тазалю таифату мин уммати юкатилуна аля аль-хак».
из моего общества будет группа, которая будет сражаться за истину. Захирина иля яумил кияма, до судного дня они будут видимы. Каля, и продолжая говорит пророк, фаянзилю Иса ибн Марьям, и спустится Иса, сын Марьяма. Фаякуль амирухум, и тогда их правитель, на тот момент, когда Иса спустится, алейхиссалям, та'аля солли лана, скажет, проходи вперед, проходи в имаме, и мы будем читать молитву за тобой намаз, скажет. То есть Махди. Фаякулю, тогда Иса, алейхиссалям, пророк Аллаха, скажет следующие слова. Ла инна ба'дакум аля ба'дин умараун такримат Аллахи хадхил умма. Нет, скажет. Аллах субхану ва тааля сделал уважение к своему обществу. Вы одни из вас являются предводителями для других. То есть мы, мусульмане, когда молитва наступает, если имам отсутствует, то можем вывести любого одного из нас в имам и следовать за ним. Тем более, когда Махди уже объявится, он проходит вперед. И Иса, алейхиссалям, читает молитву за ним. Следующая особенность – ихтисасуха бияумил джума, пятничным днем. Наша особенность – Аллах субхану ва тааля подарил нам этот день. Про это мы уже в прошлом уроке говорили. Адалля Аллаху аниль джума, Аллах сбил другие общества от этого дня. Начали спорить, и тогда Аллах субхану ва тааля что делает? Факана лил яхуд, отдает иудеям субботу, отдает христианам воскресенье, потом Аллах субхану ва тааля приводит нас и дает нам этот пятничный день. Фахадан Аллаху лиямил джумати фаджа'аля джумата ва сабта ва лахад, и сделал дни недели пятница, суббота, воскресенье. Вакадалика хум табаун лана яумал кияма, также и в судный день они будут после нас стоять. Сначала мусульмане, потом иудеи, потом уже христиане. Ванахнуль ахируна мин ахли дуня, мы являемся последними из обществ в этом мире. Валь аввалуна, но в судный день будем первыми. Аль-Махдию лахум кабля аль-халайк, над которыми суд Аллаха свершится, прежде чем другие общества. Следующее общество – ихтисасуха бианна Аллаха та'аля ахалля лаха ба'д аль-ат'има. Также особенность у нас в чем? В том, что Аллах субхану ва тааля наделил нам, сделал дозволенным некоторые виды еды. Хадис от Ибн Умара радиллаху анхума каля Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, сказал следующее. Ухиллат ляна майтатани вадамани. Для нас стало дозволенным 2 вида крови и 2 вида мертвечины. Субханаллах. Фааммаль майтатани, а что касается 2 мертвечин, то это аль-хуту валь-джарот, саранча и рыба. Даже если они мертвые, все равно для нас они являются дозволенными, потому что в них нету текучей крови, которая может испортить мясо или испортить их структуру. Ва аммад дамань, а что касается 2 видов крови, то фалькабаду ваттихаль, а ваттахаль, селезенка и печень для нас дозволена. Ихтисасуха, следующая особенность, би анкубида Расулиха саллаллаху алейхи ва саллям кабляха. Наш пророк, которого Аллах субхану ва тааля забрал до своего общества, перед ними. А Наби Муса, радиллаху анху, ани Наби саллаллаху алейхи ва саллям, то есть Абу Муса передает хадис, в котором пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал следующее. Инна Аллаха азза ва джаль иза арада рахмата умматин мин ибадихи кабада набиюха кабляха, набияха. Если Аллах субхану ва тааля захотел какому-то обществу свою милость, то Он забирает их пророка раньше них, говорит. Предыдущее общество, которым тоже Аллах послал своих посланников, пророков, сначала уничтожал, губил их, свое наказание спускал, чтобы их посланный им пророк сам воочию увидел их наказания, которые не последовали за ним. Но наша особенность в том, что Аллах субхану ва тааля, как словами пророка, Он захотел для нас милость. Милосердие проявил тем, что Он забрал нашего пророка до нас.
Фаджа'аляху лаху фаратан, который будет ждать нас в судный день. Возле речки будет ждать нас, чтобы напоить нас из этой речки, выпив которого мы после не будем уже хотеть пить воды. Ай аль-мутакаддим юль-аль-ма ли-юхайи ас-сакия, чтобы напоить их. Васаляфан байна ядайх, который будет ждать свое общество. Ва иза арада халяката умматин, если Аллах захотел уничтожить, погубить какое-то общество, аззабаха, то наказывает их, ва набиюха хай, в то время, когда их пророк еще живой, говорит. Фаахлякаха ва хуа янзуру, чтобы пророк смотрел, как он, Аллах субхану ва тааля, наказывает тех, кто не последовали за ним. Фаакарра айнаху бихалякатиха хина каззабуху асуху амраху, когда они ослушались его приказов, посчитали ложью слова, знамения пророка, Аллах субхану ва тааля начинает их наказывать. Следующая особенность ихтисасуха бианнаху умматун акалла амалян ва аксару аджран. Наша следующая особенность в том, что мало дел совершаем, но награда у нас получается больше других по сравнению с предыдущими обществами. Про это в хадисе от Ибн Умара радиллаху анху ан набии саллаллаху алейхи ва саллям пророк сказал: «Масалюкум, пример вас, ва масалю ахлиль китабайни, и обладателей предыдущих двух книг, христиан и иудеев, как камасали роджулин истара уджара, как человек нанял других людей для того, чтобы они сделали работу. Факола, говоря, ман ямалу ли мин гадватин иля нусфин нахари аля кират, приходит в биржу, как в наше время, и предлагает работу. Кто будет делать эту работу до обеда, и я ему выплачу кират, определенную меру оплаты. Фамилят яхуд, иудеи соглашаются. Сумма кала ман ямалу ли мин нисфин нахари, но они дело до обеда поработали и уходят. Потом человек и опять идет в биржу труда и нанимает другую группу христиан. Будете работать до аср намаза. Тамам? И приходят христиане, тоже делают свою работу до определенного времени, до аср намаза, потом уходят, и опять человек идет в биржу труда, нанимает третью группу, то есть мусульман. С асра намаза до шам намаза, 1,5 часа, от силы 2 часа в летний период. И они, мусульмане, общество мусульман, довершают это дело, начатое с утра, и получают награду за целый день. Тогда иудеи и христиане возражают, говорят: мы же больше работали, с утра до обеда 5 часов, с обеда до асра 5 часов, с асра до шама 2 часа. Они 2 раза меньше работали, но получают всю награду. Почему так? Почему такая несправедливость? Тогда Аллах субхану ва тааля говорит: я какую-то несправедливость проявил в отношении вас. Как мы договаривались, я вам предложил 1 кират. Вы согласились, пришли, поработали, взяли, ушли. В том числе и христиане, которые тоже договорились за сумму сколько? Оплата кират. Вы свою оплату взяли, ушли. Но дело еще не докончено. Не до конца еще получилось, неполноценно. Приходят мусульмане, которым я предложил 2 кирата. Они за короткий срок получают двойную награду. Это и есть наша особенность. Факалу малян аксар амалян ва акаль атан. Почему у нас работы много, они сказали, а оплаты меньше. Тогда Аллах субхану ва тааля: халь накастукум мин хаккикум. Я уменьшил ли ваше право, которое мы договаривались? Нет, нисколько. Вы согласились, пришли. Калуля, они сказали: нет. Фазалика фадли, то, что я им наделил двойную награду, это является моей щедростью. Преимущество, которым я наделил это общество. Утихи ман аша, которого я даю, кому захочу, говорит Аллах. Ла юсалю амма яфалю, ва хум юсалюн. В аяте говорится, Аллах субхану ва тааля, наш Творец, не спрашивается за свои дела. Но мы спрашиваемся. С нас будет спрос. А с Аллаха, с Творца, нету никакого спроса. Рабы не имеют права спрашивать вопрос, почему, своему хозяину.
Следующая особенность ихтисосуха би аннахум шухада Аллахи фил ард. Мы являемся свидетелем Аллаха на земле. В хадисе марру би джаназатин фа асну алейха хайран. Несли на погребальном носилке одно тело во время пророка. Сахабы стояли, увидели фа асну алейхи, сказали, был хороший человек, засвидетельствовали. Второе тело несут, засвидетельствовали, сказали, был плохой человек. Когда первый раз они сказали, был хороший человек, пророк что сказал? Ваджабат, стало обязательным. Второе тело несли, пророк сказал, когда сахабы, стоящие рядом, сказали, был плохой человек. Не молился, обманывал, сплетничал, злословил, только о себе думал, приказов в шариате не исполнял, только о себе думал, допустим. Пророк сказал, ваджабат, стал обязательным. Сахабы потом спросили. Факаля Умар ибн аль-Хаттаб, ма ваджабат, рядом стоящий Умар ибн аль-Хаттаб спросил, что стало обязательным у пророка Аллаха? Тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, хаза аснайтум алейхи хайран, фа ваджабат лахуль джанна. Первое тело, которое несли, вы похвалили, для него рай стал ваджабат обязательным. Второе тело, которое вы стали порицать, ваджабат лахуннар, для него стал огонь. Ада обязательным, я сказал, ваджабат стал обязательным. Пророк, продолжая, сказал, антум шахада Аллахи фил ард, вы являетесь свидетелем Аллаха на земле. Поэтому мы с вами среди мусульман является 6 обязательств. Каждый мусульманин над другим мусульманином, у него есть 6 прав. Даже если он его знает, не знает. Один из них, когда услышит или увидит, что несут тело мусульманина, он должен пойти стать на джаназа. Если он его знает, надо засвидетельствовать. Стать на джаназа, погребальную молитву, прочитать над ним молитву и попросить за него прощения Аллаха. Это наше право друг над другом. Даже если мы друг друга не знаем. То что говорить, а если мы друг друга знаем, были отношения, друзья, родственники, соседи, вместе молились, хотя бы я видел его, что он заходил в мечеть, молился со мной. Ваджабат, антум шухада Аллахи фил ард. Пророк что сказал? Вы являетесь свидетелем Аллаха на земле. Кого похвалите, значит ему хвала. Кого будете порицать, значит его положение плохое. Но при условии, чтобы мы свидетельствуем только на то, что мы являемся действительно свидетелями. Если он действительно в моих глазах в отношении со мной купли-продажи, аренда или долг был достойным мусульманином, тогда я свидетельствую, да, был мусульманином достойным. Еще в другом хадисе от Ибн Аббаса, радиллаху анху, ан набии, саллаллаху алейхи ва саллям, кал, пророк, которым сказал, инна Аллаха вада'ан уммати, следующая особенность, ихтисосуха бил узри бил икрах. Это общество, наше общество, если вдруг кого-то из мусульман принудят к какому-то плохому делу, аморальному или греховному, то это дело с него прощается, не будет считаться грехом за него. Хадисе от Ибн Аббаса, следующем, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Инна Аллаха ва истину Аллах вада'ан умматил хата ва нисьян ва мастукриху алейх». Аллах, субхану ва тааля, простил моему обществу, говорит пророк, что? Аль-хата, ошибку. Если мы по ошибке совершаем какое-то дело, Аллах, субхану ва тааля, прощает нас. Ван нисьян, или забыли что-то сделать и не сделали свои обязательства, не исполнили, тоже прощается. Также о мастукриху алейхи, и чему нас обязали, принудили. То есть кто-то берет своего брата-мусульманина, принуждает совершить греховное.
Засчитается ли ему это за грех? Нет. Будет спрошен тот, кто принудил его совершить греховное. Но тот, кто совершил, он не будет нести ответственность. Судный день, на нем греха не будет. Это наше преимущество. Ошибку Аллах Субхану ва Тааля прощает. Что мы по забывчивости сделали, забыли. Или к чему нас принудили. Не самовольно мы что-то совершили, греха на нас не будет. Этот хадис сама по себе, она отдельная большая тема. От этого хадиса берут другие основные, основополагающие формы. Это хадис является формулой, источником формулы в исламе. От него много хукм, положений берут. Ан Аби Хурайрата радиллаху анху каля Расулюллахи саллаллаху алейхи вассалям, в другом таком же хадисе говорится: «Инна Аллаха таджаваза ли уммати, воистину Аллах простил моему обществу, аммата тувасвису бихи судурха, то, что в их грудях приходит наущение, происходит в грудях, но пока он еще не заговорил этим словом или не начал делать это наущение, притворять в жизнь, то с него никакого спроса не будет. Это ему прощено. Омастукриху алей. Следующая особенность. Ихтисосуха бианнаха аввалюл умами иджазатан аля сират. Судный день, и этот день наступит непременно. Мусульмане в это верят. И те, кто не верит, они тоже придут к этому дню, сложному дню, и будут проходить через этот мост, который говорится в хадисах. И в судный день это общество Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, то есть мы с вами первые будем те, кто пройдут через этот мост. Потом уже остальные общества будут проходить. Вакад акрам Аллах хадигил умма, Аллах Субхану ва Тааля проявил свою щедрость, уважение к этому обществу. Чем? Биан тамуру аля сират кабля умами джамиан. Прежде всех обществ, то есть мы с вами пройдем первыми. Вафиль хадиси тавиля ан Аби Хурайрата радиллаху анху. Хадис является длинным, но мы возьмем только отрывок, касающийся нашей темы. Ваюдрабу сирату байна захрай джаханнам. Судный день Аллах Субхану ва Тааля поставит мост над адом, джаханнам. Фаакуну ана ва уммати, пророк говорит, и я, мое общество, будем теми, кто аввалю ман юджизу, тот, кто первый пройдет через этот мост. Валя ятакалламу яумазин илля русуль, и в тот день заговорит только посланники Аллаха. Остальные никто не будет говорить. То есть им не будет время для слов. Ваядуллю аля далика хадис ибн Аббас, другой тоже хадис, о котором пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Каля Расулюллахи саллаллаху алейхи ва саллям, нахну ахаруль умам». Мы являемся последним обществом. «Ва аввалю ман юхасабу», и первый, кто в судный день пройдет через мост, и первый, кто пройдет расчет. Первый, кто будет отвечать за свои действия. Расчет судный день, суд пройдут первые, кто? Наше общество. Остальные будут ждать нас. Тот день, когда продлится 1000 лет. Хамсина аль-фасана, может быть, 50 000 лет. Мы не знаем. Другие будут ждать в страхе, а мы уже пройдем этот мост и расчет дадим первыми. Юкалу айна аль-уммату аль-уммияту ва набиюха. Где то общество, которое являлось безграмотным, их пророк? Фанахну аль-ахарун аль-аввалю. Мы являемся последними, но в то же время в судный день первыми. Следующая особенность. Ихтисасуха би анна аль-кафира фидаун лиль-муслими яум аль-кияма. Судный день – это общество, у нас особенность. Каждому мусульманину в судный день вместо него дадут выкуп одного неверующего. Как это понять? Фа Анас ибн Малик радиллаху анху каля Расулюллахи саллаллаху алейхи ва саллям, хадис от Анас ибн Малика, пророк сказал следующее: «Инна хадил умма мархума». Воистину это общество, наше с вами общество, мусульманское, исламское, кто следует Корану Сунне, мархума, над которым милость Аллаха спускается. Азабуха би айдиха, их наказание в их руках. Они сами выбирают.
либо это путь истины, ислама, Корана, Сунны, чистый путь, путь истины, ведущий в рай, довольство Аллаха, к лику Аллаха. Тем самым они будут подальше от ада, от наказания. Либо они сами выберут путь невежества, путь неверия, путь греха, путь других религий и сами себя своими руками бросят в наказание. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ, когда наступит судный день, دُفِيَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِ, каждому из мусульман дадут رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, одного из многобожников. فَيُقَالُ, и будет сказано, هَذَا فِدَاؤُكَ مِنَ النَّارِ, это твой выкуп от ада, скажет. То есть судный день за каждого мусульманина один неверующий будет выкупом. Ему дадут вот это твой выкуп судный день за то, что ты выбрал путь единобожия, путь ислама, путь веры, путь довольства Аллаха, путь намаза, путь заката, путь хаджа, путь поста, путь благих деяний. Сложно? Нет, не сложно. Потому что Аллах Субхану ва Тааля обязал нас только тем видом обязательств поклонений, которые нам по силе. Если у нас нет силы, то есть я заболел, не могу использовать воду, тем более холодную воду, это может навредить моему здоровью, я могу сделать таяммум, ударил об стенку, сделал таяммум, читаю намаз. В холод я могу, в путешествии или дома находясь, могу одевать кожаные носки, протереть на них. Сутки могу не мыть ноги. Трудно? Лицо помыть, руки помыть трудно? Не трудно. Аллах Субхану ва Тааля наделяет, кого захочет, из своей щедрости. Для каждого, выбравшего этот путь, это общество, будет дано, что? Выкуп от огня в виде одного неверующего. Также следующие из особенностей хасисатайн. Есть две особенности. Ассаляму тамин. Наше приветствие. Ассаляму алейкум рахматлахи ва баракату. Ва алейкум ассалям рахматлахи ва баракату. И после намаза, который мы говорим амин, то есть истаджиб дуана, ответь на нашу мольбу. Пусть наша мольба будет принята. Прими нашу мольбу, которой в предыдущих обществах, в других обществах такого нет. Именно этот вид приветствия за каждое. Ассаляму алейкум 10 наград. Ва рахматуллахи 20 наград. Ва баракатуху 30 наград. И после прочтения суры Фатиха говорим амин 17 раз. Сунна муаккада 29 раз. Каждый день проценты будут идти. Хадисе ма хасадаткумул яхуду аля шай мимма хасадаткум аля салами от тамин. Не завидовали вам иудеи, кроме как в двух случаях, говорит. Как другим они, как завидовали вам, они другим не завидовали. В чем? В вашем та'амин, амин, и в ваших приветствиях ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ихтисосу и последняя из особенностей умматун махфузатун миналь халяк, это общество, сохраненное от погибели и от искоренения. Хадисе Саубана радиллаху каля Расулюллахи саллаллаху алейхи вассалям, пророк сказал: инна Аллаха завали аль-арда. Воистину Аллах сократил мне эту землю, говорит. Он сжал эту землю до такой степени, что раайту машарикаха ма магарибаха. Я увидел восток и запад, говорит. Аллах сжал эту землю. Мы сейчас, если скажешь, как Аллах может сжать, это невозможно, это физически невозможно, то мы с вами сейчас можем даже через телефон, мы с вами простые грешные, увидеть всю эту землю. Или с глобуса посмотреть всю землю. Значит, реально. Аллах сократил мне, говорит, до такой степени, что я увидел восток и запад одновременно. وَإِنَّ уммати саяблюгу милькуха мазу ялимина. Воистину, власть моего общества дойдет до того места, которое было сжато передо мной. То есть с востока до запада. Всю землю
ислам распространится на всю землю. И мне было дано два клада, красный и белый, серебро и золото. И воистину я спросил для своего общества у Аллаха, чтобы он не погубил бисанатин амматин засухой, говорит. Не уничтожай мое общество засухой. Кроме них самих, чтобы извне неверующие враги, чтобы не захватили мое общество, чтобы у них не было власти над моим обществом. И Аллах, Субхану ва Тааля, мой Творец, сказал, говорит, ответил на мою мольбу, говоря: «Я Мухаммад, о Мухаммад, инни иза кадайту кадан фа иннаху ла юрад». Воистину, Аллах, Субхану ва Тааля, говорит, если я что-то решил, то это дело не отклоняется, оно непременно исполняется. Первая твоя мольба: я не уничтожу твое общество санатин амма, повсеместной засухой. Будут засухи в местах, но не над всем обществом сразу, одновременно. И извне враги не могут победить, взять верх над этим обществом. Разве что они сами себя погубят, говорит. То есть мы с вами делимся внутри ислама, сами мусульмане будут воевать с самим собой. Но извне враги, неверующие, не могут наступить и победить, и взять верх над этим обществом. Это и есть особенность последняя, иншаллах. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Иншаллах, следующий урок уже возьмем, иншаллах, другой урок, другую тематику или другую книгу, иншаллах. С некоторыми устазами советовался насчет книги, предложил, ваши предложения сказал. Кто-то говорит акиду, вероубеждение, таухид, единобожие. Или же улюмуль Куран, знания, касающиеся Корана. Или же история пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, оттуда какие уроки извлекаем. Или нравы, этика, эстетика. Насчет таухида некоторые говорят, лучше не надо, говорят, насчет вероубеждения, потому что это может привести к спорным вопросам, говорит. Потом будут вопросы, потом непонимания могут выйти, говорит. А лучше всего рассказывать про этику, эстетику, говорит. Самое простое для нашей жизни, повседневные, нужные действия, дела. Какие нравы являются порицаемыми в исламе, какие нравы являются восхваляемыми. Есть книга, которая называется «Ихья улюмуддин», «Возрождение религиозных наук». Известная книга в исламском библиотеке «Ихья улюмуддин», автор которого называется имам Газали, Абу Хамид, известный алим шафитского мазхаба, ашаритского акида. Он написал книгу «Ихья улюмуддин», «Возрождение религиозных наук». Известная книга во всем мире. Весомая книга, важная книга, серьезная книга. Первый раздел этой книги из 4 разделов состоит. Первые 2 раздела включают в себя фикх, ибадат валь муамалят. То есть вопросы права, законоведения, касающиеся, начиная от таухид, единобожия, вера, убеждения, потом уже столпы ислама, потом уже отношения рабов между собой, купля, продажа, аренда. Но из-за того, что он является шафиитом, а у нас государство ханафитское, первые 2 раздела пока приостановим. 3 раздел и 4 раздел будем брать, иншаллах, думаю. Пока еще не решил. 3 раздел Рубуль Мухликат, говорится про губительные качества. Какие качества могут погубить мусульманина. И первый из этих тем будет про сердце. Что такое разум, что такое сердце, что такое нафс, что такое рух, душа. Потом, какие качества являются порицаемыми. Потом 4-я часть этой книги Рубуль Мунджият, качества
спасающие мусульманина, благие качества. Наверное, может быть, скорее всего, про это возьмем. А есть еще и другие тематики, которые я в пятничных хутбах до этого уже ввел на киргизском языке. Можно их же рассказать. Например, один из этих тем актуальный, нужный, качества мужчин. В исламе мужчина какими качествами должен обладать? Силы бицепсы, трицепсы хватает ли? Или нет? Там еще должен быть ум, должен быть терпение у него, знание, ответственность, например. Я эту тему 3 хутбы проводил. 3 недели подряд я эту тему проводил. Можем и эту тему тоже пройти. Или начнем с этой книги, 3-ю часть, Ихья улюмуддин, возрождение религиозных знаний. Либо возьмем качество мужчин. Потом уже дальше будем тематику определять, иншаллах. Обязанности мужчин, да? Нет, какими качествами должен обладать мусульманин? Мужчина-мусульманин, какие качества у него должны быть? Сейчас, которые у нас исчезает. Качества мужчин теряются, а у женщин качества, они приобретают мужские качества. А мужчины наоборот, то есть меняются местами. Местами меняются местами. Вопросы, бисмилля, если есть, иншаллах. Предложение, может быть. Нет. Судный день, да, ему приведут, одного мушрика скажут. Есть другой хадис, в котором скажется, судный день Аллах Субхану ва Тааля покажет мусульманам место в аду. Скажет, вот это место в аду, если бы ты не уверовал, если бы ты не молился, если бы ты не следовал Коран, исламу за Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям, то ты бы вошел бы в это место. Но мы вместо тебя в это место в аду наполним этим, введем туда этого неверующего. И приведут другого неверующего, который не уверовал в ислам, не в единобожие, поклонялся коровам, арвах, душам, чему угодно, кроме Аллаха. Скажет, вот если бы ты уверовал, ты бы вошел в это место, покажет в раю. Вот это был бы твоим обителем. Покажет место в раю. И скажет, но нет, ты не уверовал сам по своей воле. Аллах тебе дал 50 лет для выбора, но ты выбрал путь невежества, неверия, поклоняться иным лже-богам, божествам, кроме Аллаха. Вот твое место, пребывай в аду, скажет. Бисмилля, вопрос. Поняли, да? Хадис можете растолковать? Аллах создал человека, похожего на себя. Не могу понять. Вопрос акиды. Поэтому нам тоже советовали, чтобы не брать вопросы таухид, вопрос акиды. Есть в Коране, в исламе, в сунне пророка, в Коране есть аяты и хадисы. Аятуль муташабих называется. Неясный аят. Невнятный аят. Аяты Корана делятся на мухкам и муташабих. Мухкам – это ясные, точные, конкретные аяты. Халяль, харам. 2 × 2 = 4. Ясные аяты есть. Мухкам. Однозначные, в которых нету двусмысленности. Смело следуем за этими аятами. Они являются доказательствами. Но есть наряду с ними некоторые аяты муташабих, двусмысленные. Есть прямой смысл, есть переносный смысл, косвенный. Кто-то его понимает в прямом смысле, кто-то начинает понимать его, трактовать, интерпретировать, аллегория в переносном смысле. Потому что если в прямом смысле начнем его говорить, то это может привести к уподоблению Творца своим творением, а это куфр, неверие.